Представьтесь, пожалуйста. Курманов Махсат Абдыкалыкович, экскурсовод из Иркутского государственного историко-культурного музея-заповедника. Петроглиф что такое? Петра — это камень, если с английского перевести, а глеф — это писать, рисовать. Это картинная галерея под открытым небом. А вы, говорит, хотите прикоснуться к вечности? Это фантастично, невозможно. Это про здесь. Охота с прирученными барсами встречается только у нас и только в Древнем Египте. 8 век до 5 нашей эры. На протяжении 1300 лет неизвестно, когда нарисован рисунок. Более метра в длину, ширину такого масштаба петроглифы очень редко встречаются в Средней Азии. Покажите. Здесь на территории нашего музея расположено более 100 каменных кругов, которые использовали, говорит, в качестве обсерваторий. Ну, нашли летнее солнцестояние и ритуальное сооружение у нас 2 круга, а остальные даже неизведаны. И вообще в этих петроглифах много что изображено. Если вы придете к нам на петроглифы и увидите верблюдов, это уже будет означать то, что Великий Шелковый путь проходил именно здесь. А это, чтобы это доказать, вы можете просто у нас в Чолпанте прям зайти в Центральный музей и увидите все монеты Протокараканицкого, Караханинского, Сагдийские, Тюркские, Тюргешские, Тухузские, монеты Каури, Чача. Ну, всякие разновидности, можете пойти посмотреть. Это все доказывает то, что именно здесь все проходили. Вот этот бронзовый век, бронзовые казаны, все вы там увидите. Понял. Вот Спасибо большое, Масаваке. Еще, что вот про петроглифы, именно про рисунок, что можно сказать. Одна, говорит, из разновидностей нанесения рисунка было наносить рисунки на выпуклостях камня. Вот у нас там выше есть олени, прям вот такие места, вот где как бы впадины, там черно, а вот выпуклости, они вот подтертые, да, вот, и на нем вот олень нарисован, красиво, да. Они тоже вообще правильно, молодцы, да, вот рисовали. Супер, спасибо большое, Масаваке.